завод, а здесь, значит, архитектором Дудиным было разработано несколько проектов домов, которые можно строить в Ижевске. Вот этот дом был победнее, были дома побогаче, для купцов, для сословий побогаче, а у рабочих вот внутри окошко. Он был ниже, где-то у меня был фотография. Все равно представляем. И истинный дом, он был, вот, его просто сделали, потом, когда перестраивали, сделали повыше для того, чтобы внизу там лекционный зал, в котором можно было, значит, проводить, рассказывать о доме, и о семье, да, и рассказывать о семье. Значит, дом этот уникален тем, что в интерьерах настоящего, значит, дома можно было посмотреть, как жили, какие, чем пользовались, то есть бытовое такое. И для молодежи, детей, школьников, подростков это составляло большой интерес, потому что рассказывалось, как здесь жили, любили, семья была очень дружная. 10 человек детей выросло в этой семье. Регулярно, почти через 2 года появлялся новый ребенок. И никому, всем хватало места, никому было не тесно. Хотя дом, в общем-то, небольшой. Значит, жизнь людей этого дома, молодежи, попала на переломный момент нашей истории. И вихрь революции подхватил детей Пастухова Дмитрия Даниловича, значит, и завертел в круговерти вот этих революционных событий. Они были прогрессивные, сами работали на заводе, сталкивались с тяжелыми условиями труда, и поэтому, значит, теории марксизма-ленинизма, которые в рабочих кружках, значит, читали, нелегальную литературу, глубоко запали им в душу, и они стали бороться за другую жизнь. Вот. Значит, в 1905 году у нас в Ижевске появилась первая организация РСДРП, и братья Пастуховы, Александр и Иван, значит, стали активными членами этого сначала подпольного кружка, а потом, значит, и когда оформилась в организацию РСДРП. Александр старший в семье Пастуховых. Ой, бумажечку лишнюю подержите. Это, значит, вот фотография Дмитрия Даниловича. Здесь, правда, он уже в пожилом возрасте. И Антонины Антоновны. Антонина Антоновна вообще, значит, росла сиротой. Значит, у нее умерли родители, ее взяла к себе на воспитание учительница. И поэтому по тем временам, значит, это редкое дело, Антонина Антоновна хорошо читала, писала, в общем, была грамотная. И потом, когда она вышла замуж за Дмитрия Даниловича, хотя он был, значит, рабочий Ижевского завода, но читать и писать он не умел, и она, как учительница, научила грамоте своего мужа. И поскольку она была сама, ну как сказать, выросла вот в любви к знаниям, к учебе, значит, она и очень следила за воспитанием и образованием своих детей. Вот 10 человек детей, ни один ребенок не умер, значит, и все учились, культ образования, культ учебы был очень большой в этом семье, это очень ценилось, и поэтому, значит, дети учились. Причем, вы знаете, такая подробность, значит, если ученик учился на хорошие оценки, он освобождался от учебы. Не смогли бы они 10 человек выучить, если бы вот это вот правило даже тогда, значит, в то время действовало, хорошие учащиеся освобождались от уплаты за обучение. Это уже были очень хорошие. Значит, старший брат Александр, с 14 лет все мальчики шли работать на завод.
Причем, значит, такое, шли вот пешком, ходили до завода. Всегда было почтительное уважение, значит, отца спрашивают: Данилыч, ты уже что? Да вот, говорит, уже второго сына веду на завод, это Ивана. Значит, все они работали токарями, ну, то есть вот отец, и как бы передавалась профессия, да. Вот. Подошло время, и Александр был призван в армию, значит, он попал на Балтийский флот. Это был 905 год, значит, это была первая русская революция, брожение в умах, как говорится. Вот. И революционные идеи Александр питал, служа в армии в Петрограде. Когда, значит, он вернулся после того, как служил в Ижевске, организовали здесь кружок РСДРП, значит, заказали шрифт из Питера и стали сами печатать листовки, распространяя, значит, ну, передовые идеи того времени, борьбу за дело рабочего класса, за улучшение жизни рабочих. Вот была их цель. Значит, в годы реакции, значит, ну вот сначала Александр, потом и Иван, значит, пошли в революцию.